Ночь на 10 ноября. Сотни ижевчан не спят после обрушения части дома на Удмуртской, приняв трагедию как личное горе. Таксисты бесплатно развозят пострадавших. Решение было принято с самими водителями такси. Это не что-то сверхординарное не сделали, они просто гражданскую позицию свою проявили. Работники кафе и магазинов привозят спасателям горячую еду и чай, а горожане начинают собирать самые необходимые вещи для людей, оставшихся без крова. Наши люди, жители города Ижевска, не только города Ижевска, приезжают, привозят продукты, вещи, кто-то денежные средства сдает, перечисляет фонд Черезова. Утром в пятницу сотни волонтеров собрались в центрах социального обслуживания города, чтобы принимать и сортировать вещи и продукты, которые поступали со всей Удмуртии. Мы видели это в ВКонтакте, в постах, то, что приглашаются на помощь, нам требуются помощники, и вот мы приходим. Люди просто шли, это был нескончаемый поток, и мы не успевали даже записывать, мы складывали все в этот большой угол. Вещей собрали очень много, но за выдачей пока обратились единицы пострадавших. Мешки с одеждой жителям дома номер 261 пока просто некуда везти. Большая часть из них все еще живет у друзей и родственников. Я хочу поблагодарить тех граждан, это очень приятно, вообще весь Ижевск отреагировал такой солидарностью и помощью, но есть вообще особенные случаи. Молодые люди пришли, в администрацию, говорят, у нас однокомнатная квартира пустующая, с мебелью, со всеми, мы готовы бесплатно ее давать. Продукты питания уходят быстрее. Их сортируют по пакетам и отвозят в Министерство социальной политики, в оперативный штаб, где выдают вместе социальные выплаты. За гуманитарной помощью обратился уже более 400 человек. Прошло 5 дней, но поток сочувствующих ижевчан не иссякает. Люди все равно несут и несут и несут и несут. Я сам не ожидал, что люди будут приносить столько много. Артем постоянно участвует в волонтерских акциях. Когда-то жители Удмуртии откликнулись и помогли беженцу из Донбасса. Теперь он возвращает долг. Помогаю мешки перебирать, также помогаю на машине отвозить продукты питания в гостиницу. Я просто сам приезжий, я сам с Донбасса. В одно время люди помогли, когда мы нуждались. Теперь я решил также помочь людям. Я буду здесь, пока будет требоваться моя помощь.